Хандыге прошел первый этап республиканского смотра коллективного музицирования и хорового пения по проекту «Музыка для всех». Об итогах смотра, а также о том, в чем заключается уникальность проекта, расскажет Нина Ханарова. В Хандыгской детской школе искусств подвели итоги реализации проекта «Музыка для всех» в средних общеобразовательных учреждениях Тампонского района для поддержки действующих и вновь созданных музыкальных детских коллективов, развития коллективного музицирования и пения. Сегодня даже можно отметить, что даже хор, вот мы смотрели заочно, да, Нгинская средняя общеобразовательная школа, мы посмотрели хор, заочно они выступили, хор большой, значит, массовость, ну, учитывая, что даже нет музыкального руководителя, к сожалению, в данной школе, но тем не менее дети поют, это уже большое дело. В смотре приняли участие оркестровые, хоровые коллективы, вокальные и инструментальные ансамбли средних общеобразовательных музыкальных школ и школы искусств. Оркестровые, хоровые и ансамблевые коллективы с музыкальным образованием более 3 человек. Отдельные исполнители на академических музыкальных инструментах. Музыкальные коллективы детских музыкальных школ и детских садов. Старшая группа входит больше 30 детей. У меня еще и младшая группа есть. Там тоже около 30 детей занимается. Это наше первое участие в конкурсе, так что волновались, конечно. Но все, думаю, прошло удачно. Районный тур смотра проходил в очном порядке для коллективов поселка Хандыга, Кискил, Теплый Ключ. Для остальных участие было заочным. Участники смотра получили сертификаты, победители дипломы по номинациям и категориям. Там было много участников, которые хорошо играли, но почему-то так получилось, что я заняла первое место. Нина Ханарова, Джоустан Толстяков, НВК Саха, Хандыга.